Так, моя собеседница Григорьева Пелагея, чемпионка чемпионата республики 2022 года на дистанции 800 метров. И вчера она выиграла серебряную медаль на дистанции 1500 метров. Поделись своими впечатлениями. Сахалы или началы? Началы. У меня впечатления остались очень хорошие, потому что была такая поддержка впервые в жизни у меня. Потому что, наверное, из-за того, что она приехала из Санкт-Петербурга, и из-за этого якутский народ все равно своих поддерживает всегда. Ну, на этот сегодняшний день я говорю, а вчера была тоже интересная борьба. Но я проиграла в том, что в прошлой неделе я тоже соревновалась, тоже все по лишнему бежала, а вчера, сегодня улучшила свое время и как бы не ожидала, что я могу так пробежать. И, ну, тренер довольна, я довольна, люди довольны, показали шоу немножко. Думаю, так и должно быть. Все-таки легкая атлетика — это королева спорта, и мы должны показывать хорошие результаты и интересное шоу. Я забыл представить, мастер спорта по спортивной ходьбе. Раньше ты выступала по спортивной ходьбе, до этого и северный многоборье, вообще разносторонняя спортсменка. По спортивной ходьбе какие результаты были, на какие дистанции ходила? По спортивной ходьбе я через год выполнила мастера спорта России. Там прошла час 38, это было в 2020 году, а в прошлом году, в 2021, в чемпионате России летнем, я 4-я стала и улучшила время на 4 минуты, и час 34 прошла. И через 3 месяца стартанула на Кубке России и заняла там 3-е место, и тоже улучшила время, час 33. Ну, это был, я думаю, это пик. Ну, мы хотели, с Сергеем Евгеньевичем дальше пойти, но легкая атлетика, бег — это мое, оказывается. Поэтому с ходьбой завершила в ноябре и перешла к Татьяне Юрьевне Жарковой, вот 7 месяцев назад только что. И вот такие результаты мы показываем с Татьяной Юрьевной. И сегодня, и вчера пробежала по кандидату мастера спорта по легкой атлетике. В будущем ты планируешь выступать по марафонскому бегу, по-моему, да? Да, я хочу пробежать марафон, но в этом году никак не получается, потому что 4 сентября мы бежим полумарафон в городе Ярославле, чемпионат России. Потом на любительском хотим десятку или пятерку в шоссе. Потом в следующем году тоже полумарафона. И вот чемпионат России хотим попробовать на дорожке, десятку, пятерку. И после этого, после только через, наверное, 1,5-2 года марафон придем. Потому что все говорят, что я сейчас молодая, хотят скорость поднять мне. А по северному многоборью ты, наверное, тоже мастер спорта выполнила на России? Ну, выполнила, но в Кубке России сказали, не дают. А в чемпионате у меня один очко не хватило однозначно. Поэтому не выполнила, тоже кандидата только выполнила. Ну, там же дают мастер спорта Республики Саха, и мне дали. Я выполнила еще там много, в 2017 году. Вот на 7 спортивных играх тебе, грубо говоря, не повезло, ты трижды становилась на 4-м месте. Сейчас ты спортивная злость, наверное, барагонцев все станет на свои места, и ты, наверное, завоюешь то, что хочешь. Что ты ждешь от барагонцев? От барагонцев? Ну, хороший результат, хорошую атмосферу и хорошую поддержку жду. Потому что поддержка — это самое важное. Если хорошая поддержка будет, то я покажу все, что могу на дорожке. Ты сейчас ШВСМ числишься или как? Да, но сказали то, что после ходьбы типа отчисляем, но оставили все равно. Но сейчас уже на прошлой неделе я же Дальний Восток призеркой стала, 2-я, 3-я, и поэтому оставили. А сейчас тоже вот республика подтвердила свой статус и обратно включили. Какие еще дальнейшие планы у тебя есть? Насчет планов, сейчас главный старт у меня чемпионат России, марафон. Я хочу себя показывать. Поэтому, барагонцы тоже, спартакиаде тоже хочу себя показать, но все-таки чемпионат России лучше, наверное, выступать. На объеме нужно сесть и
делать все объемы как следует, поэтому в барагонцах я чисто на объемах буду выступать. Такого не будет, сказал тренер. Ну что ж, пожелаю удачи тебе и в барагонцах, и в чемпионате России по полумарафону Ярославле, дальнейших успехов. Спасибо.